Вы слушаете радио «Спутник Абхазия». Идея, наверное, она исходит из той необходимости жизненной, да, которая сложилась вот в связи с увеличением объема работы Абхазской железной дороги в текущем году. То есть возникает необходимость в повышении квалификации сотрудников Абхазской железной дороги. И было обращение к российской стороне о том, чтобы без отрыва от производства проводился процесс обучения и повышения квалификации по некоторым специальностям. Были выбраны направления, и в соответствии с этими направлениями были сюда присланы инструкторы, которые, 10 дней был определен срок, на 10 дней. 10 дней они здесь находились и обучали наших сотрудников. Там были в группах по 15 человек, были отобраны изначально сотрудники, которые, во-первых, изъявили желание. На самом деле интерес был со стороны коллектива, то есть проблем в этом не было, там собирать группы до необходимого количества человек в них. И процесс обучения проходил как теоретически, так и практически, то есть выезжали на места работы, то есть можно привести пример, что были выезды на подстанции тяговой Абхазской железной дороги, то есть там на месте инструкторы, обучающие. Значит, это в основном были специалисты Тихорецкого техникума. Только они были или еще какие-то преподаватели, может быть, из других учебных учреждений? Нет, было трое лекторов из Тихорецка. Но это такой первая проба. То есть мы вообще изначально хотели посмотреть, как это будет выглядеть и как это можно будет улучшить. То есть это такой, как сказать, первый опыт, потому что такого не было, такой практики. И сейчас они уехали, мы соберем информацию, в том числе проведем опросы тех, кто проводили обучение, что надо улучшить, как они, нужно ли менять формат этого обучения и так далее. Уже на следующий раз уже запрос будет уже более такой специальный с нашей стороны. Вот вы сказали, что необходимость привлечь сюда специалистов из России, преподавателей, была продиктована тем, что нужно приобретать новые навыки нашим специалистам. Вот каких специалистов не хватает, каких навыков не хватает? Специалистов не хватает по всем направлениям. Основные кричащие такие у нас направления – это монтёры контактной сети. Не хватает их. И мы сейчас не ставили задачу обучения, на те специальности или на те вакансии, которых у нас нет. То есть мы брали людей, которые у нас работают. Это путейцы, это локомотивное хозяйство, это энергообеспечение. И чтобы они повысили непосредственно свой уровень. Потому что многие вопросы связаны даже с безопасностью на рабочем месте. Это такие системные прорехи, которые с годами у нас скопились или накопились, но в силу просто объективных причин, потому что Абхазская железная дорога, она малодеятельный участок железной дороги, она не работает интенсивно. То есть те вещи, которые должны проводиться регламентно, они не выполнялись и в силу объективных, скажем так, причин. А сейчас, когда объемы начали увеличиваться, это все вылезло наружу, и это стало все явственно. То есть и этим прежде всего и вызвано. То есть даже работа на тяговых подстанциях, как должны дежурные заступать, какие они меры должны там предпринимать для того, чтобы бесперебойно это все работало, вся система энергообеспечения безопасно работала.
что нужно делать, какие мероприятия правильно они проводятся, допустим, при работах на контактной сети там, и так далее, и так далее. Но что касается путейцев, то в основном обучали их работе с измерительными инструментами, приспособлениями, с шаблонами, которые, значит, проверяют на нормативное состояние тех или иных конструкций верхнего строения пути, там, стрелочных переводов и так далее. Это измерительные системы, о которых вы говорите, что это? Ну, это так называемые там шаблоны, это штангенциркули специальные существуют, и как работа... Сложные вещи. Вот недавно закупили дефектоскопическую тележку, значит, и тоже такое сложное электронное оборудование на нее установлено, как этим пользоваться. Ну и много других вещей. Были какие-то отзывы непосредственно от участников, ваших сотрудников, которые прошли вот эти семинары, обучающие курсы, насколько полезна им была вот эта информация, которую они получили? Пока такая работа не проводилась, в силу того, что она будет проведена уже после того, как они отъедут, наверное, да, мы там в течение недели соберем информацию, проанализируем ее и дальше уже сделаем какие-то выводы. Но вообще они, как бы, сотрудники с удовольствием в этом участвуют, или все-таки их нужно, знаете, так сказать, это надо, и строго к этому относиться? Нет, они участвуют в этом с удовольствием, потому что они связывают свою жизнь с железной дорогой и видят, как это необходимо в последнее время, тем более это стало явственно, когда на практике столкнулись с определенными трудностями. То есть человек видит, что это ему необходимо, это надо. И эта, кстати, инициатива, она в большей части шла и значит, снизу, да, если можно так сказать. То есть, непосредственно от сотрудников. Потребность исходила, да, от руководителей служб, то есть от рядовых участников железнодорожного процесса, то есть на Абхазской железной дороге. Это не было навязано руководством Абхазской железной дороги. То есть вот приезжают там инструктора, лектора, преподаватели, вот вы идите обучайтесь. То есть необходимость в этом процессе, она настолько очевидна, что не было проблем. Группы формировались полносоставные. 15 человек было вообще с российской стороны, что не менее 15 человек должна каждая из групп состоять, обучающихся. Если вот этот опыт окажется удачным, да, после того, как вы подведете итоги, и будет решено, что это было все полезно и действительно будет иметь хорошую отдачу, то какие-то еще проекты вот такого рода будут ли на железной дороге осуществляться? У нас в планах каждые полгода, то есть по различным направлениям. То есть у нас сейчас приехали это энергетика, путейское хозяйство, локомотивное хозяйство. А в следующий раз могут приехать преподаватели по движению поездов, по другим направлениям. И то есть, и может быть, будем и дублировать, и по этим же направлениям приедут, только уже, допустим, что касается локомотивного хозяйства, приедут ремонтники или, значит, специализированно по каким-то агрегатам. Будем смотреть, этот вопрос такой сложный, наша задача сейчас понять, что нам надо. Тоже в определенном смысле такая задача стоит. Проект, наверное, финансируется Абхазской железной дорогой, да? Больше некому его финансировать, так что, да, конечно. Да, свои резервы выделили. Да, это недорогостоящее. Я сейчас не могу назвать цифры, но это очень посильно. И кстати, российская сторона, она тоже подошла. То есть это Росжилдор, надо отметить, что они очень с пониманием отнеслись, как-то оперативно все это организовали. Прислали они информацию заблаговременно по программе, значит, обучения по этим 3 направлениям. То есть взаимодействие было на таком хорошем уровне. Спасибо им, надо сказать. Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».